Эту шапку вы точно не оставите дома на полке, ведь она очень многофункциональная. Сейчас я вас научу делать вот такую красоту. Прошлой зимой балаклавы стали трендом зимних головных уборов. Если в том году ее можно было увидеть только у знаменитостей, рэперов и моделей, то в этом году уже и твой одноклассник может прийти в таком прикиде. В социальной сети TikTok она обрела наибольшую популярность. Люди, носящие ее, собирают кучу просмотров и лайков. Конечно же, есть люди другого мнения, ловящие кринж с этого. Балаклаву можно связать из совершенно разной пряжи. Вот такой, такой или такой. Я выбрала эту, потому что изделие из нее вяжется быстрее и легче всего. Как оказалось, этот аксессуар не так просто найти в магазинах, ее гораздо проще связать самим. У меня получилось связать эту шапку с первого раза. Для облегчения работы я взяла пряжу Alize Puffy, из нее балаклава вяжется в разы проще. Ну, я думаю, вы примерно поняли, как вязать, но, конечно же, по законам телевидения у меня есть заготовка. Балаклава и ушки к ней. Вообще, балаклавы начали свою жизнь еще в 19 веке. Солдаты британской армии так сильно мерзли во время Крымской войны, что была придумана такая шапка. Потом ее адаптировали под себя и лыжники со сноубордистами, а теперь и современная молодежь, и появилась балаклавы с ушками. В таком головном уборе можно хоть на прогулку, хоть на горнолыжку, даже в школу. В нем не только голова не замерзнет, но и лицо будет полностью защищено от ветра. Ксения Шитова, Ильнар Бигбов, специально для Горы новостей.